Добрый вечер, в студии Валерий Генаев. Мы снова в эфире, а это значит, что в течение ближайшего часа команда телепроекта «Чечен-Инфо» представит вашему вниманию очередной выпуск программы. Напомню, что по жанру это общественно-политический телевизионный журнал, который сверстан из репортажей корреспондентов по следам событий прошедшей недели. В течение ближайшего часа вы узнаете о наиболее значимых событиях прошедшей недели, узнаете, что пишем мы и что пишут о нас в глобальной сети интернет. Мы также поговорим об уникальном, почти трехчасовом прямом эфире с главой республики и рассмотрим некоторые детали визита чеченской делегации в Кувейт. Постараемся рассказать также и о последних наиболее ярких публикациях республиканской газеты «Вести Республики» и познакомить вас с краткой историей жизни человека, который был страстным пропагандистом народной мудрости и нашел свое призвание в исполнении народных песен «Илли». Судьба, лишив его зрения, подарила ему другой дар – необычайно острый музыкальный слух и талант исполнителя. Итак, приятного просмотра. Сегодня в программе Рамзан Кадыров ответил на вопросы в режиме онлайн. Ансамбль «Войнах» отметил свое 70-летие. В Гудермесе развернуты широкомасштабные реконструкционные работы. Это и многое другое в регулярном обзоре «Экспресс-Информ». На этой неделе президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире телеканала «Грозный» в течение 3 часов отвечал на вопросы телезрителей. Программа вызвала горячие споры и повышенный интерес не только у жителей республики, но и у наших соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье. Как это происходило в рубрике «Дайджест-Инфо». Рамзан Кадыров в тройке ведущих политиков регионов. Чеченцы стали чемпионами приграничного турнира. Об этом и не только в еженедельной рубрике «Ченет-Инфо». О ходе визита чеченской делегации в Кувейт и наметившемся диалоге в рубрике «Тема инфо». Рубрика «Вести инфо» с обзором последних и наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе Бауди Сулейманова, который был страстным пропагандистом народной мудрости и нашел свое призвание в исполнении народных песен «Илли». В рубрике «Экспресс-Инфо», как и обычно, представлены наиболее яркие события прошедшей недели. Это 10 мини-репортажей на актуальную тему. Рамзан Кадыров ответил на вопросы в режиме онлайн. Ансамбль «Войнах» отметил свое 70-летие. Чеченским ветеранам Великой Отечественной войны выделят новое жилье. В Гудермесе развернуты широкомасштабные реконструкционные работы. Это и многое другое в нашем регулярном обзоре «Экспресс-Информ». Главным и самым обсуждаемым событием ушедшей недели в нашей республике стал прямой эфир с президентом Рамзаном Кадыровым. В течение 3 часов он отвечал в прямом эфире телеканала «Грозный» на многочисленные вопросы телезрителей. При этом проблемы Кадыров решал на месте. Соответствующие поручения отдавались профильным чиновникам, находившимся в телевизионной студии. В целом, за время эфира президенту поступило около 800 вопросов. На 130 из них Рамзан Кадыров ответил непосредственно в ходе эфира. По 30 обращениям решение было принято уже на 2-й день. Кроме этого, по поручению Кадырова в городских и районных администрациях был начат прием граждан, обратившихся к президенту в ходе программы. Большинство вопросов были связаны с жилищной проблемой и нехваткой квот на иногороднее лечение. Вопросы поступали как от жителей республики, так и соотечественников, проживающих в Западной Европе, в Казахстане и других странах. В среду первая группа паломников вернулась из Саудовской Аравии в Грозный. Встречать их в аэропорту приехали официальные лица республики во главе с президентом Рамзаном Кадыровым, который поздравил паломников с совершением священного хаджа. Как отметил глава региона, получить возможность совершить паломничество на священную землю является великим счастьем для каждого мусульманина. При этом Кадыров выразил уверенность, что с благословения Всевышнего Чеченская республика будет процветать. В числе прибывших первым рейсом находился и председатель Совета алимов республики Хожахмед Кадыров, который отметил, что в Мекке и Медине паломники просили у Всевышнего мира и процветания республики и России в целом. Напомним, что первый международный рейс из Грозненского аэропорта в Саудовскую Аравию был совершен 16 ноября. Чеченский государственный ансамбль «Танца Войнах» отметил на прошедшей неделе свой 70-летний юбилей. Торжественные мероприятия, посвященные этому празднованию, прошли в Государственном театрально-концертном зале Грозного. Юбиляров поздравил и президент Рамзан Кадыров, отметив, что ансамбль уже давно является визитной карточкой Чеченской республики во всем мире. В свою очередь, министр культуры республики Дикало Музакаев напомнил, что за свое существование ансамблю дважды пришлось возрождаться и начинать творческую работу с нуля, и что своему последнему триумфальному возрождению после Второй войны
войны ансамбль обязан Ахмату Кадырову. Здесь же президент вручил артистам ансамбля высокие награды, денежные премии, автомобили и ключи от новых квартир. За развитие культуры и искусства республики орденом Кадырова был награжден и Дикалу Музакаев. На суд зрителей ансамбль презентовал свою новую программу и исполнил уже полюбившиеся танцевальные номера. В ближайшую неделю 8 ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на очереди по улучшению жилищных условий в столице Чеченской Республики, получат новые квартиры в одном из престижных районов Грозного. Об этом на Медне заявил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в 2009 году местные власти решили жилищную проблему более 87 ветеранов Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что жилищная проблема в республике стоит остро и у многих разрушено жилье и многие ждут новоселья, мы решили, что ветераны Великой Отечественной, безусловно, должны быть первыми, ведь именно они защитили страну от фашизма, сказал в этой связи Рамзан Кадыров. Он также сообщил, что им принято решение полностью закрыть вопрос жилищной проблемы у ветеранов и вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме этого, глава региона отметил, что на последней онлайн-конференции Владимир Путин акцентировал внимание именно в программе обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В Октябрьском районе Грозного состоялось торжественное вручение документов и ключей от новых квартир 10 семьям. Как отметил на торжественной церемонии мэр Грозного Муслим Хучиев, новоселами стали малоимущие семьи, которые рассказали о своей жилищной проблеме президенту Рамзану Кадырову в ходе прямого эфира, трансляцию которого по спутниковому вещанию 28 ноября обеспечивала Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Жилье администрации чеченской столицы выделено в микрорайоне 20-й участок. Квартиры имеют улучшенную планировку и подключены ко всем коммунальным услугам. Как отмечают в городской администрации, с начала 2007 года в Грозном обеспечено жильем более 2000 семей, среди которых те, чье жилье было разрушено в ходе военных действий, остро нуждающиеся семьи, инвалиды, сироты, а также деятели искусств и культуры. На очередном 57-м заседании парламента Чеченской Республики депутаты в окончательном чтении приняли закон о республиканском бюджете на 2010 год. Как отметил на заседании законодательного собрания министр финансов Эли Исаев, основными параметрами местного бюджета на следующий год являются более 56 миллиардов рублей по доходам и столько же по расходам. Глава Минфина также отметил, что по сравнению с предыдущим годом рост расходной части республиканского бюджета в принятом законе составляет более 47%. Исаев подчеркнул, что в финансовом документе предусмотрены средства в размере 23,9 миллионов рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, а также родителей, находящихся под опекой и не имеющих собственного жилья. Исаев также сообщил, что республиканскому Минфину удалось добиться от федерального центра на 3 года вперед госгарантии на сумму около 15 миллиардов рублей, которые будут направлены на поддержку инвестиционных проектов Чеченской Республики. По поручению президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Гудермесе развернуты широкомасштабные реконструкционные работы, восстанавливаются и строятся многоэтажные дома, ведется укладка дорожного полотна и другие работы. С инспекцией в городе на этой неделе побывали глава района Вахан Асуханов и помощник президента Чеченской Республики, депутат парламента Чеченской Республики Хасмагомед Хизриев. Понаблюдав за ходом строительных работ, чиновники пришли к выводу, что все работы будут завершены в сроки, установленные президентом. Еще одно поручение Рамзана Кадырова по разблокированию центральных дорог в Гудермесе. Они были перекрыты уже после завершения военных действий в целях безопасности населения. Это поручение также исполняется, и уже сегодня дорога около типографии «Путь» открыта для свободного перемещения горожан. В наступающем году в Чеченской Республике начнется новый порядок перечисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом на неделе сообщил в СМИ Республиканский центр субсидий. Так, согласно новым правилам, всем получателям субсидий с января 2010 года необходимо открыть персонифицированные банковские счета по месту постоянного жительства. В этом случае деньги на оплату коммунальных услуг будут поступать на личные счета граждан, после чего им самим предстоит производить оплату за те или иные услуги. При этом сообщается, что получателям субсидий необходимо представить заявление в Республиканский центр субсидий с указанием реквизитов банка, с которым заключен договор. При закрытии счета или изменении номера действующего счета в 3-дневный срок льготники должны известить об этом данный центр и представить реквизиты нового счета. На неделе новый маршрут связал две столицы – Москву и Грозный. Для этих целей Министерство транспорта и связи Чеченской Республики приобрело 4 комфортабельных автобуса, которые специально спроектированы для междугородних перевозок и оснащены новейшей техникой. Планируется, что рейс по маршруту Грозный-Москва будет осуществляться с Грозненского автовокзала 2 раза в неделю – в среду и субботу. В будущем планируется открыть и ежедневные рейсы. Сообщается, что стоимость билета на 500 рублей ниже, чем у частных владельцев, выполняющих аналогичные рейсы. Маршрут рейса Грозный-Москва
Москва пролегает через Пятигорск, Невиномысск, Воронеж, Каширу. Время в пути для пассажиров составит около 36 часов. По словам начальника отдела транспорта Минтранса Чеченской Республики Сайдамина Данаева, автобусы оборудованы DVD-проигрывателем, 18-дюймовым экраном, туалетной кабиной, холодильником для напитков и даже мини-кухней. Так что Гудермес в самом скором времени может посоперничать с Грозным. Ну а мы продолжаем. На этой неделе президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире нашего телеканала в течение 3 часов отвечал на вопросы телезрителей. Они поступали на номера городских мобильных телефонов и на электронные адреса. Глава республики лично поднимал трубку и отвечал на звонки. Все вопросы звучали в прямом эфире, потому зрители становились свидетелями всех бесед президента с авторами вопросов. Видели также и как решались поднимаемые проблемы. За время эфира в студию поступило около 800 вопросов и обращений по телефонам, в виде СМС и интернет-сообщений. Программа вызвала горячие споры, повышенный интерес не только у жителей республики, но и у наших соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье. И потому, как это происходило, в рубрике «Дайджест Инфо» напомнит Тагир Салаханов. Мы сегодня работаем в прямом эфире. Да, дорогие друзья, у вас есть возможность задать сегодня вопрос президенту Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Да, это факт, это и есть, это и будет. Так оно и должно было быть. Открытый эфир с президентом Чеченской Республики. Именно так общался с обществом, причем не только чеченским, президент Рамзан Ахматович Кадыров. Шанс дозвониться к нему был у каждого. Тем более, что президент не пожелал проводить предварительную фильтрацию и принимал звонки напрямую. Именно поэтому изначально задавалась непринужденная свобода тех, кто и сам не надеялся дозвониться в эфир до президента. Телефон Мигрдон. Да. Fengt var rätt chara. Fengt var rätt chara. والله تخبرت من رمضان بمو يفيدي أبراتر سنجدات وغيرتشير حكي يتقيس نيس حصي حكي أبراتر سوق على ده نستكل رمضان دي كان صغيرة. Подобная открытость и доступность президента для всех и вся показательна и хороша. Президент сам стремится быть в курсе всего. И, как правило, путь, который он избирает, это самому оказаться на месте событий, увидеть все своими глазами. На этот раз местом встречи стал большой павильон ЧГТРК Грозный. Problem större gida. Если он выйдет, то проблем större nätsen tror bara efter då. Главный он шон efter då, minister шон efter då. Så på etapp när så då, vad producerar det här då? Wallahi boss gida. Tror träst då, jag hade lärt när då, vi lärt oss när vad det då står. Ist blogg eller så. Hon där hör tror jag mello hot om då aujos. Då singet att sabah saawat. هور نش أول ويش شو بوصل بقى ولا ما زيش وما رخو شو زكت لوش وساعة هم لوش ده شو ده شديد شديد خشوا ده لا ده خناس ده ودنيا بص بتاعي problem شو ده لا وين ده لطش كبر максимально ده بوا بغيش قهوة وشخلتي تهم ملتا وين وضع ده عندك كده ده سلام والله. Рамзан Кадыров отвечал на вопросы жителей республики, субъектов России и иностранного государств. Более 130 обратившихся к президенту получили ответы на свои вопросы непосредственно во время прямого эфира. По 30 с лишним обращениям, поступившим до начала передачи, решение было принято еще субботу днем, то есть до начала самого открытого эфира. Для изучения 800 обращений, на которые президент не успел ответить во время прямого эфира, в воскресенье были созданы специальные правительственные комиссии, которые начали работу в понедельник утром в городах и районах республики. Preendalutski på решить нам Оусту хабуш, ажабег утау солоч, ажабег министр Глауш, ажабег бочва. Комиссии выезжали в города и районы и непосредственно на месте ознакомливались с теми обращениями граждан, ответы на которые не успели дать во время эфира. А в эфире было ни много ни мало, а более 800 звонков, СМС-сообщений, видео и интернет-вопросов. А сколько человек набирало заветный номер в тот вечер, одному Богу известно. Если бы сделать распечатку, то хочется сказать по-чеченски просто «Ирчум хайрдарк». Помогаешь малоимущим и сиротам. Я и то, и другое. Хотел достойную работу, чтобы учиться быть достойным сыном, как и ты, помогать сиротам и моим племяннику, моя Зердон Адвиш. И народу всем известно, что ты волшебник. Пожалуйста, сотвори чудо и в моей жизни.
Oeh, ja, ik weg dan. Zo mis je gewoon die is dan. Adres dat zo gaan. Adres dat, no, telefoonnummer öldü. Hoorde dan. Ja, dan is dan wij tegen je положение было. Да, мол. Жительница Шелковского района дозвонилась до Рамзана Кадырова и пожаловалась на тяжелое материальное положение в ее многодетной семье. Просила помочь в приобретении одной коровы. Президент заверил ее, что ее вопрос будет решен в кратчайший срок, и уже в понедельник она получила не одну, а сразу 2 буренки. А глава администрации Шелковского района купил для них корм. Дозвонившаяся до прямого эфира гражданка Украины Лариса Коблова сообщила президенту, что очень хотела бы вернуться на историческую родину в Грозный. Президент отметил, что примет все необходимые меры для того, чтобы Коблова могла вернуться в Грозный. Да, как отец у меня был военный, но с обстановкой нам нужно было уехать. И мы хотим вернуться в Чеченскую республику. Так как своего жилья нет... Жилья нет у вас, да? Нет. Приезжайте домой, я официально вам заявляю, у вас, как вы приедете, уже будет жилье в Грозном. Если хотите, хотите в Гудермесе, если хотите в Грозном. Как попасть? Вот в телевидении, вот телеканал Грозный. На следующий день в мэрии Грозного Муслим Хучиев сообщил, что ей будет выдана квартира в одной из новостроек Грозного. А в самой мэрии в это время работала комиссия, собранная из всех министерств и ведомств. Огромное количество граждан, обратившихся в день прямого эфира, пришло сюда, чтобы решить свои вопросы. В основном вопросы, с которыми граждане обратились в мэрию столицы, касались компенсации за разрушенное жилье, выплат задолженностей по заработной плате, выделения земельного участка, финансовой поддержки для выезда на лечение за пределы республики и улучшения жилищных условий. Хотелось бы отметить и нелегкую роль, выпавшую ведущему программы «Открытый эфир» Али Зурушеву. Подчас его устами до слуха президента доходили не совсем приятные вещи. У нас по соседству живет русская женщина, ее квартиру заняли чужие люди, она уже 5 лет не может ее отсудить. Можете ли вы ей помочь? Телефон, номер есть. Конечно, могу, да. Все-таки есть у чеченцев какая-то божья искра. Что-то, что делает нас такими, не совсем привычными и адекватными, неординарными, не похожими на других. Вот и президент нашей республики по большому счету эксклюзивен и не похож ни на кого. Такую форму подобного прямого общения практикует он один, когда задействованы все возможные формы связи. Телефон, интернет, электронная почта, СМС, видеосвязь. Daar wordt toch een eerste actie gedaan, reclameactie gedaan, is еще раз gedaan, daar gedaan, власть и общество вместе gedaan, вот они gedaan, власть для чего существует? Для того, чтобы решать вопросы населения республики, мир, стабильность, процветание. Вы шадельше бусалбаду, да, молодона, делах квир, угли халах, делах квир, да, молод, и главное ду, вы адми дахар, адми хейл, штада, дина абуса дюш, доч, ахвюкш, ду, ишт хвюгер дош, ахтахан сахал, я вот такая бу. Nog met je baas met je Frans eigenlijk je dan eigenlijk Syrië eigenlijk dan nog je weg zijn nog je wil gaan dan tegen dat zelustig dan dat zelustig is dan daar in les dan ach we zelustig het daar dan het gebeurt gewoon die boel hier dan geweest dan is bijna maar door heel geweest dat zelustig het is dan максимально dan of максимально dan wat is doen nou als dat doen geen functionele обязанность يوتش 100% dan eigenlijk что وأقول على دير كويس خا دولار قيمة دينا شباب دل ديزي خو شو شباب وش شباب خو شو أقصد ده شباب وخوش خلشي أقصد ده أو كيش أو خل ده مرخ ده أحيو قردو ده أوشي برت بوش قطعات لامبوش إيرسي داخل ده شبابي خو شو وش ده أنا وش شبابي ده حاشا وش يحسن حيشن حاش اللي لدون وقتوا بس إلسي دار دول دون خيل تغلط تومك انت الوال حطيني вонячек انت الوال. Есть и аудитория в зале, но там большей частью сидят те, кому на месте отдаются распоряжения решения того или иного вопроса, вырисовывавшиеся по ходу диалога. Честно говоря, хвала Аллаху, что я не министр, мэр, глава администрации или другой большой начальник. При президенте Рамзане Ахматовиче имеется в виду. Его неуемная энергия, настойчивость в достижении цели, требовательность к результату превращают работу этих самых начальников, в общем, скажу опять по-чеченски, кадухсер, дейлдадух. Это большую школу, которая строится, но когда вы закончите? А?
На 650 мест. Материалич был когда? Все, до Нового года, Алпата, школа, Алан, если ищи, вот Наурский глава напишет заявление, и министр, образования напишет заявление, Но к его чести и чести всей слаженно работавшей команды телерадиокомпании «Грозный» не случилось ни одной нештатной ситуации в эфире, если не считать чисто казусов, как, например, вот этот. Да. Код 828, 893, 29, 20, на туман, ese no me gusta, ya está, Считается, что во дворе нынче век информационных технологий, а всемирная паутина – самое что ни на есть олицетворение этого века. На прошлой неделе интернет сообщил, что Рамзан Кадыров в тройке ведущих политиков российских регионов, что житель Чеченской Республики, преодолев за 118 дней 6000 километров, совершил пеший хадж, что чеченцы стали чемпионами приграничного турнира. Обо всем об этом и не только в нашей еженедельной рубрике «Ченет-инфо». Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в очередной раз вошел в рейтинг 100 ведущих политиков России, составленный в ноябре. Об этом сообщает целый ряд сетевых изданий. Подчеркивается, что лидерами рейтинга, как и прежде, стали премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев. Глава Чеченской Республики поднялся на вторую строчку в рейтинге влияния региональных лидеров. На первом месте мэр Москвы Юрий Лужков. Следом за Кадыровым идет глава Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Напомним, в список самых влиятельных политиков входят руководители региональных и федерального масштаба, известные партийные деятели, а также представители бизнес-элиты. Рейтинг подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций. Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 100 наиболее влиятельных политиков России, проводится методом закрытого анкетирования. Предупреждение и профилактика терроризма должны быть приоритетными направлениями в борьбе с экстремизмом. Так президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свою солидарность с идеями, высказанными Владимиром Путиным в ходе его общения в прямом эфире с россиянами. Об этом сообщает целый ряд сетевых ресурсов. К сожалению, постигать тему терроризма нам пришлось на практике, поэтому могу сказать со всей ответственностью: надо вырвать корни терроризма, лишить это зло, питающее его почвы, приводят слова главы Чеченской Республики авторы публикаций. При этом обращается внимание и на то, что, по мнению президента Чеченской Республики, в искоренении терроризма существенную роль играет поддержка общества и понимание со стороны населения. На 80% успех в этом деле в Чеченской Республике связан с тем, что люди открыто осудили бандитов и лишили их своей поддержки, цитирует Рамзана Кадырова ряд сетевых изданий. Целый шквал противоречивых откликов и споров вызвало в сети сообщение о том, что швейцарцы поддерживали введение запрета на строительство минаретов на территории Швейцарии. Целый шквал противоречивых откликов и споров вызвало в сети сообщение о том, что швейцарцы поддержали введение запрета на строительство минаретов на территории Швейцарии. Напомню, что за введение этого запрета проголосовало 59% граждан этой страны, которые приняли участие в национальном референдуме. Отметим, что против дискриминационного запрета практически сразу выступил ряд известных мировых политиков и общественных деятелей. К слову, в числе первых, кто выступил с резким осуждением этой меры, оказался и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который заявил о том, что итоги референдума и даже сам факт такой постановки вопроса может иметь негативные последствия, которые могут сказаться не только в Швейцарии, но и в других регионах мира. Сетевики приводят его слова о том, что подобные действия дают повод для радикально и реакционно настроенных экстремистских групп, действующих от имени религии, делать резкие заявления и совершать преступные действия. Новогодние праздники в Чеченской Республике нужно провести не просто хорошо, а лучше всех регионов России. Такую задачу, по словам авторов многочисленных публикаций в сети интернет, поставил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед республиканским правительством. Президент поручил установить елки и праздничные иллюминации во всех городах и районных центрах республики. Сетевики приводят слова главы республики о том, что Новый год должен прийти даже в самые отдаленные села. Сообщается, что чеченское руководство возложено организовать для детей новогодние балы, концерты с участием звезд чеченской эстрады, театрализованные уличные гуляния, спортивные мероприятия и детские конкурсы. При этом особенное внимание требуется уделять детям из малоимущих семей, учащимся коррекционных школ-интернатов, детям погибших сотрудников правоохранительных органов, одаренным детям и отличникам учебы.
Похоже, что российские регионы все больше и больше начинают следовать начинаниям главы Чеченской Республики и вводить ночные ограничения на продажу крепкого алкоголя. Хотя следует отметить, что делается это весьма робко и неуверенно. Так, интернет-ресурсы Курской области сообщают о том, что в Курской области по постановлению губернатора водку теперь можно купить только с 8 утра до 23 часов вечера. Запрет объясняют сильным шумом в местах торговли и борьбой за демографию. Издания отмечают, что ограничения на продажу спиртного сейчас принимаются во многих регионах страны и подчеркивают, что жестче всего в Чечне. Там водку можно купить только с 8 до 10 утра. В то же время сетевики подчеркивают, что в области отношение, пусть и не к небольшому ограничению, неоднозначное. Тем не менее, как отмечает ряд изданий, антиалкогольная кампания по статистике сопровождается снижением смертности, уменьшением числа разводов и бытовых убийств. В Чеченской Республике участились случаи мобильного мошенничества. Об этом сообщает информагентство «Грозный-Информ». Как утверждает автор публикации, механизм фокуса очень прост. Абонент получает СМС-сообщение с различным текстом от неизвестного номера с просьбой пополнить счет, так как он в большой беде. Содержание распространенного СМС-обмана обычно такое: «Я в больнице, пополни счет, объясню позже». Естественно, некоторые граждане попадаются на эту уловку и, думая, что помогают близкому человеку, попавшему в беду, пополняют карман злоумышленника. Издание сообщает, что в некоторых случаях требуемая сумма для спасения бывает четко определена, причем порой даже указывается отдельный номер, на который нужно перечислить денежные средства. В основном жертвами обмана становятся пожилые люди, так как именно они наиболее доверчивы к подобным выходкам мошенников. Приграничный турнир. Так называется ежегодный турнир, который проходит в немецком городе Дюрин, на котором регулярно встречаются борцы греко-римского стиля из приграничных районов Бельгии, Германии и Голландии. Об этом сообщает интернет-издание «Шатой Спорт». Издание сообщает, что в этом году в этом престижном турнире сразу 6 чеченских представителей спортклуба «Райрен-2006» из Бельгии выступили на отлично и завоевали 4 первых и 2 вторых места. В командном же зачете команда «Райрен-2006» одержала убедительную победу. Как сообщает издание, готовили спортсменов к этому турниру тренера из города Верюе Аслан Албаков и Марат Дейтов. Сообщается, что в общей сложности в соревнованиях участвовало около 70 спортсменов от 6 до 18 лет. При этом отмечается, что президентом и главным тренером клуба является бельгиец Арнольд Вауф, а вот вице-президент чеченец Исагам Булатов. На этой неделе в сети интернет повторилась тема о пешем хадже в священную Мекку жителей Чеченской Республики. На этот раз и в публикациях появились некоторые уточняющие обстоятельства о путешествии нашего соотечественника. Так, саудовская газета «Аль-Аказ» сообщает, что Абу-Бакр шел к святыням ислама в общей сложности 118 дней и преодолел 6000 километров. Издание сообщает, что еще в 90-е годы во время боевых действий Чеченской Республики в дом Абу-Бакра попал снаряд, унесший жизни его отца, матери, жены и 3 сыновей. 4-й сын Шариф получил серьезные ранения. Горе отца было столь велико, что он дал обет совершить хадж пешком в случае выздоровления ребенка. 10-летний мальчик, находившийся в критическом состоянии, пошел на поправку, и тогда пришло время отцу выполнить обещание, данное Всевышнему. Как сообщает издание, благополучно завершив хадж, Абу-Бакр 1 декабря отправился из Мекки в Медину. Обратный путь он также намерен пройти пешком. В Нальчике завершил свою работу форум «Кавказ. Традиция и модернизация», который собрал около 130 представителей научной, общественной и административной сфер 7 республик Северного Кавказа. Этому мероприятию и его результатам на этой неделе сетевиками была посвящена целая серия материалов и публикаций. Так сообщалось о том, что учредителем и организатором форума выступил член Общественной палаты Российской Федерации Максим Шевченко. Кроме того, отмечалось также и то, что в работе форума активное участие приняла и представительная делегация из Чеченской Республики. Авторы публикации отметили, что цель форума была заявлена как попытка создания дискуссионной площадки по проблемам Кавказа и попытка оказания содействия в налаживании горизонтальных связей между разобщенными кавказскими республиками. Сетевики подчеркнули, что, по словам организаторов, предложения участникам форума лягут в основу доклада о развитии Северного Кавказа, который в скором времени будет направлен президенту России. В городе Ницца во Франции прошел традиционный международный турнир «Анри Деглан», на котором отличились чеченские спортсмены. Об этом сообщает электронное издание Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений. Отмечается, что турнир «Анри Деглан», который в нынешнем году проводится уже в 35-й раз, является очень популярным среди лучших борцов мира. В разное время на нем выступал Бувайсар Сайтиев, Махач Муртазалиев, Денис Царгуш и многие другие известные спортсмены. В этом году сенсацией стало то обстоятельство, что не приехала команда из России, как выяснилось
французское консульство в Москве вовремя не проставило визы. Тем не менее, в столь представительном и сильном турнире отличных результатов добились чеченские спортсмены, которые в силу сложившихся обстоятельств проживают за границей и выступают под флагом Франции. Как сообщает издание, чеченские спортсмены завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали. На этой неделе из Кувейта в республику вернулась официальная чеченская делегация во главе с министром по внешним связям, национальной политики, печати и информации Шамсаилом Саралиевым. В ходе визита в эту страну делегацией была проведена значительная информационная работа. К примеру, 3 кувейтскими государственными телеканалами были продемонстрированы ролики из серии фильмов о жизни Чеченской республики, что вызвало в стране большой общественный резонанс. Более того, эмир Кувейта в рамках планируемого официального визита в Российскую Федерацию в 2010 году высказал намерение посетить Чеченскую республику и встретиться с президентом Рамзаном Кадыровым. Этот факт уже сам по себе говорит о значимости этого визита и наметившегося диалога. Интерес кувейтской стороны к Чеченской республике очевиден. Впрочем, более подробно о ходе визита и ряде достигнутых договоренностей в рубрике «Тема инфо» размышляет Магомед Нухаев. На неделе в Чеченскую республику из рабочей поездки в Кувейт вернулась чеченская делегация во главе с министром по внешним связям, национальной политики, печати и информации Чеченской республики Шамсаилом Саралиевым. Данный визит состоялся в рамках тесного сотрудничества между Кувейтом и Чеченской республикой, а главной целью поездки стало налаживание и укрепление отношений между Кувейтом и Россией. К слову, Чеченская республика уже давно стала неким мостом между официальной Москвой и исламскими странами. Первый же день своего визита в администрации эмира Кувейта чеченская делегация провела официальную встречу с заместителем главы администрации шейхом Али-Джарах Аль-Сабахом, членом правящей семьи. В ходе встречи Шамсаил Саралиев передал шейху приглашение чеченского главы Рамзана Кадырова посетить Чеченскую республику в рамках официального визита в Россию, которое запланировано на следующий год. Данное приглашение шейх принял с удовлетворением и заверил, что с удовольствием при первой возможности посетит братскую республику. Главная задача была передать приглашение эмиру Кувейта в рамках его визита в Российскую Федерацию, чтобы он от вас мы передали приглашение, чтобы он посетил Чеченскую республику. В администрации эмира нам заявили, тепло нас приняли и дали подтверждение и просили вам передать о том, что эмир намерен неоткладно посетить Россию и в том числе хотел бы посетить и Чеченскую республику. Поблагодарили за приглашение и в свою очередь они сейчас готовят приглашение через посольство свое в России, чтобы пригласить и вас в свою очередь в эту страну. В ходе визита представители Министерства по внешним связям, национальной политики, печати и информации Чеченской республики во главе с министром посетили в Кувейте своих коллег. В частности, в рамках визита состоялась встреча с первым заместителем министра нефти и информации Файсал Халифа Аль-Малик Аль-Сахабом. В ходе состоявшихся переговоров стороны заключили ряд важных соглашений. Главным образом достигнутые соглашения касались обмена опытом представителей средств массовой информации. В частности, было озвучено несколько предложений, среди которых и непосредственный прямой обмен информацией между министерствами, проведение в ближайшем будущем телемоста между известными алимами и журналистами как Чеченской республики, так и Кувейта. Здесь же было озвучено, что большую пользу сторонам может принести и взаимообмен с журналистами в плане обмена опыта и повышения квалификации. Кроме того, кувейтские журналисты в ходе дружеского визита планируют снять документальный фильм о республике, о культуре, традициях и самобытности чеченского народа.
В рамках встречи было озвучено также и предложение о проведении в следующем году Дней культуры Чеченской Республики в Кувейте и Дней Кувейта в Чеченской Республике. أفلام وثائقية عن الشيشان باللغة الإنجليزية والعربية. فيديو كرتين فيلم فيديو سابقا كيف كانت وكيف دمرت أثناء الحرب وكيف أعدناها. В рамках визита в Кувейт представители Чеченской Республики провели значительную информационную работу со средствами массовой информации Кувейта. Так, 3 кувейтским государственным телеканалам были переданы видеоролики с серии фильмов о жизни Чеченской Республики, которые транслировались в государстве в период пребывания нашей делегации. Видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс среди местного населения. Как было заявлено, они и подумать не могли, насколько преобразилась Чеченская Республика за последние несколько лет. После этой демонстрации видеороликов, видеофильмов, статьи появились в кувейтских газетах, почему кувейтские бизнесмены не помогают Чеченской Республике. И это как бы хорошая почва и среда, мы считаем, люди узнают. Интерес кувейтской стороны к Чеченской Республике был настолько резонансным, что Шамсаилу Саралиеву пришлось принять участие не только в записях нескольких передач, но и дать большую пресс-конференцию ведущим представителям местных СМИ. Здесь министр по внешним связям, национальной политики, печати и информации Чеченской Республики рассказал про общественно-политическую обстановку в Чеченской Республике и о темпах ее развития. Чеченцы занимают в России 3-е место по численности национальности после русских, татар. И сегодня большое внимание уделяется руководством страны исламской умме, проживающей на территории Российской Федерации. Это около 26 миллионов человек. Сегодня по всей стране строятся мечети, церкви и вероисповедание свободное, и у человека нет никаких ограничений в исповедании своей какой-либо религии. И сегодня, если перейти в Чеченскую Республику, мы можем смело сказать, что в Чеченской Республике больше нет следов войны. Также нами построена в Чеченской Республике, в центре города Грозного, мы ее называем сердцем Чечни, самая крупная в Европе мечеть и самая красивая мечеть, откуда транслируются на весь мир в прямом эфире все пятничные рузбенуши, намазы, хутбы, все мероприятия, которые проходят в этой мечети. Интересной стала встреча наших делегатов с руководством Министерства вакуфов и исламских дел. В частности, Шамсаил Саралиев встретился с заместителем министра данного ведомства, доктором Адель Абдалла Фаляхом. Он попросил министра содействовать в проведении конференции «Чеченская Республика. Вчера и сегодня и завтра», а также выделении земельного участка в городе Грозном для будущего строительства так называемого центра Кувейта. В завершении визита чеченская делегация встретилась с послом России в Кувейте Александром Кишаком, который попросил содействия со стороны президента республики Рамзана Кадырова в организации встречи главы государства Дмитрия Медведева и эмира Кувейта в рамках запланированного визита в Российскую Федерацию последнего. О намерении оказать содействие в возрождении Чеченской Республики кувейтская сторона заявляла и ранее. Так, в частности, в ходе визита в республику в конце сентября заместитель министра вакуфов и исламских дел Кувейта, который также является председателем правления Комитета мусульман Азии, дал высокую оценку происходящим в республике событиям. Адель Абдалла Аль-Фалях предложил тогда при поддержке Кувейта построить в Чеченской Республике исламские центры, а также оказать помощь чеченской стороне в сферах искусства, культуры, спорта и так далее. Во имя Аллаха Милосердного хочу сказать то, что переполняет сердце чувствами от того, что появилась такая возможность посетить данную республику. Также со стороны Кувейта есть предложение в помощь в открытии исламских центров, также помощь в том, чтобы все-таки исламская мысль в дальнейшем в чистом виде имела возможность развиваться в этой республике.
Прослеживая цепочку развивающихся отношений между Чеченской Республикой и Кувейтом, можно с уверенностью говорить о том, что сегодня руководству республики наконец-то удалось разрушить сложившийся негативный стереотип чеченца у мировой общественности, а также отразить реальную ситуацию в республике. Сегодня выстраивается и укрепляется средний, малый бизнес в Чеченской Республике. Сегодня строятся заводы, фабрики. Огромное внимание уделяется сегодня образованию Чеченской Республики, здравоохранению и, конечно, сельскому хозяйству, потому что у нас очень плодородные земли. Визит министра по внешним связям, национальной политики, печати и информации Чеченской Республики всего лишь одно из звеньев цепи, которое укрепляет взаимовыгодные отношения России и всего исламского мира. Еще Ахмат Кадыров положил начало этому сближению. Рамзан Ахматович и члены его команды еще больше активизировали эту работу. Закономерным итогом этой деятельности стало принятие России в организацию исламской конференции полноправным членом. А нынешний визит министра подтвердил интерес исламского мира, сближение с Россией и в особенности с мусульманами Российской Федерации. С самого первого дня своего основания и с самого первого номера коллектив главной республиканской газеты «Вести Республики» следует в фарватере политики и главных ориентиров, намеченных чеченским руководством. Газета неизменно выступает проводником и сторонником всех инициатив руководства Чеченской Республики, направленных на кардинальное переустройство чеченского общества. Рубрика «Вести Инфо» с обзором последних и наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты. На политику огромное влияние имеет общественное мнение, а его, в свою очередь, во многом формируют средства массовой информации. Так начинается публикация «Новый виток информационной войны на Северном Кавказе». На политику огромное влияние имеет общественное мнение, а его, в свою очередь, во многом формируют средства массовой информации. Так начинается публикация «Новый виток информационной войны на Кавказе» Исхана Халидова, в котором автор делает серьезную попытку раскрыть роль средств массовой информации в жизни общества. Халидов подчеркивает, что, осознавая важность влияния СМИ на общества, деструктивные силы уделяют самое серьезное внимание организации новых интернет-сайтов, телевизионных и радийных программ, в которых бы очернялись региональная и федеральная власть России, а в особенности их действия по наведению порядка и безопасности в Северокавказском регионе. Не секрет, что львиная доля редакций СМИ террористической сепаратистской направленности находится за рубежами нашей страны. Открытие очередного подобного информационного пункта намечается и в Грузии, отмечает Халидов. Так официальный Тбилиси уже заявил, что с 1 января следующего года в эфир по спутнику выйдут программы телекомпании «Первый Кавказский канал». Ареал его вещания – весь Кавказский регион. Как отмечает автор публикации, по словам соседей, особое внимание канала будет уделено югу России. Человек, не сведущий в пропагандистских делах, сразу же задастся вопросом, какое отношение имеет Грузия к югу России и для чего ей распространять вещание для заграничной аудитории. Однако при более пристальном рассмотрении этого вопроса, что грузинские телевизионщики собираются путем экспорта правды на Северный Кавказ совершить некую новостную экспансию и передавать в эфир сфальсифицированную информацию, направленную на дискредитацию власти и создание очага социальной напряженности. В связи с этим автор заключает, что можно лишь догадываться, какие репортажи и ролики о событиях в Чеченской Республике, Дагестане и Ингушетии будут транслироваться из Тбилиси на российский Северный Кавказ, и будет ли эта информация способствовать заявленному ранее сближению кавказских народов. О семье Мадиевых в Натеричном районе рассказывает публикация Цураевой «Хизар, посол Мила в Либерии». Публикация привлекает внимание в первую очередь необычным для чеченцев выбором профессии. Так, глава семьи Руслан Мадиев, сотрудник МИДа Российской Федерации, в настоящее время является советником посольства России в Африканской Республике Уганда. У Руслана и Берланд Медиевых трое взрослых сыновей, и все они выбрали профессию отца. Старший сын Ильяс является советником посольства России в Республике Эфиопия. Младший сын – выпускником МГИМО.
Ну а средний сын Хизара во многом похож на отца и внешне, и тяга к неизведанному. В данное время он сотрудник миротворческой миссии ООН по поддержанию мира в Африканской республике Либерия. Как сообщает автор публикации, в настоящее время Хизар находится в одной из станций ООН, расположенной в глубине страны. Их всего 6 сотрудников миссии, 2 офицера из Замбии, 2 из Уганды и 2 из России. Хизар занимает пост административного офицера, который обязан следить за техническим имуществом станции. Миротворческая миссия помогает местным властям в восстановлении полицейской службы, патрулирует территорию, входящую в зону их ответственности. Надо отметить, что их окружают непроходимые джунгли, в которых даже не все аборигены ориентируются. Наслышанные про русско-чеченскую войну, они с особым интересом относятся и к Хизару, чей мужественный вид вызывает уважение окружающих его людей. Скоро год, как Хизар находится в далекой стране. Он ни на минуту не забывает, носителем какого этноса он является, хотя тропические дожди навеивают на него тоску по дому. Но он солдат, и, как он любит говорить, «вая кон диос», что обозначает «фрагменты жизни, пыль для моряка», заключает свой материал автор публикации. «Черные вдовы на службе шайтана» – так называется очередная публикация в газете «Вести Республики», которая посвящена теме борьбы с экстремизмом. Черной вдовой в природе принято называть самку ядовитого паука. Окрестили ее так, потому что после копуляции она пожирает самца. В людской же среде черными вдовами прозвали женщин-террористок, вышедших на скользкую тропу экстремизма и терроризма. Автор публикации подчеркивает, что, как отмечают психологи, подавляющее число черных вдов – это отвергаемые обществом лица, которые, не найдя себя в жизни, приходят к терроризму от подавленности или отчаяния. Именно таких женщин, психологически перекроенных на ваххабистский лад, и используют главари бандподполья в осуществлении своих черных, как эти же вдовы, замыслов и планов. Авторы публикации довольно подробно и, главное, на конкретных примерах рассказывают механизм втягивания, иначе говоря, вербовки молодых женщин в грязную по замыслу и бесчеловечную по своей сути авантюру ваххабистского подполья. Сначала девушкам в простой непринужденной форме навязывают их идеи радикального ислама, потом показывают фотографии какого-нибудь боевика и предлагают стать его шариатской женой. В случае согласия брак заключается в лесу. Девушка, которая таким образом вышла замуж, не обязательно все время находиться в лесных зарослях. Могут быть и варианты. Так, по одному из них она может вернуться в город и ждать, когда время от времени ее муж спустя с гор назначит ей встречу на конспиративной квартире. Итог в конечном счете один и тот же. Одна из встреч заканчивается и заданием, исходом которого и должен явиться теракт или активное участие в бандподполье. При этом уже вконец запутавшейся и втянутой в болото экстремизма женщине напрочь отрезаются всякие пути отступления. Полагаем, что читателям стоит все-таки вживую ознакомиться с этой публикацией. Публикация журналиста Катаева «Золото от Пьера Кардена», опубликованная в очередном номере газеты «Вести Республики», рассказывает о международном форуме моделей и талантов, прошедшем в ноябре в городе Москве. При этом сообщается, что в этом престижном форуме приняли участие Тандила Курбанова из 4 класса Шалинской средней школы номер 8, ученица 6 класса той же школы Фариза Идеева и Рада Зулаева из Грозного. Юные модельеры представили на суд строжайшего жюри ансамбль чеченской национальной одежды под названием «Симфония чеченской красоты». И в итоге коллектив девочек завоевал высшую награду форума – золотая медаль победителя, и получил приглашение на международный конкурс Пьера Кардена в его собственный дом моды в апреле 2010 года. По словам автора материала, девочки-участницы театра мод «Синтер», созданного на базе известного детского вокального хора «Радуга», организатор и руководитель хора, зауч Шалинской средней школы номер 8 Лидия Абубакарова. Целью организации этого мини-театра, по словам Абубакаровой, пропаганда национальной духовной культуры, организация демонстрации чеченской национальной одежды и распространение знаний о Чеченской Республике и чеченском народе как носителей высоких этнических и эстетических норм. Автор публикации подчеркивает, что форум проходил под председательством известного французского кутюрье Пьера Кардена. А членами жюри выступали известные модельеры, артисты и ведущие телепрограмм Вячеслав Зайцев, Барри Алибасов, Юрий Николаев. Кроме того, за московским подиумом наблюдали и представители Дома моды Пьера Кардена в Париже. Если учесть, что на Московском международном форуме за золото Пьера Кардена боролись представительницы прекрасного пола из 125 стран мира, то успех чеченской девочки заслуживает всяческого признания и, конечно, шквала аплодисментов. И такой шквал был, заключает автор публикации. И последнее. Этот материал не о публикации в газете «Вести Республики», но непосредственно связан с жизнью этого издания. На днях конкурсная комиссия Всероссийского фестиваля «Агро-СМИ-2009» подвела итоги смотра конкурса областных и районных СМИ и конкурса авторских работ, освещающих вопросы развития агропромышленного комплекса и жизнь российского села. Отрадно отметить, что газета «Вести Республики» стала лауреатом конкурса, а ее корреспондент Елена Потапчук заняла 2-е место в конкурсе авторских работ. Эта победа – результат активного и
всестороннего освещения позитивных изменений в агропромышленном комплексе республики, которые произошли благодаря эффективной, взвешенной политике руководства Чеченской Республики и в первую очередь президента Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова. Проявила себя газета на этой неделе еще одним ярким событием в Москве. В здании информационного агентства РИА Новости состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на лучший материал антитеррористической направленности. Журналисты России против террора. В ходе церемонии награждения заместитель начальника управления НАК Владимир Соколов отметил, что принято решение особо отличившихся и набравших максимальное количество баллов наградить, помимо почетных дипломов, благодарственными письмами НАК. Обладателем этой награды стал корреспондент Вести Республики Рустам Битиров. Говорят, что народ не забывает живших во имя него героев. О них он слагает свои песни и стихи, которые живут и будут жить всегда. В свое время эти песни создавал и исполнял Бауди Сулейманов. Нынешнее поколение, оглушенное грохотом барабанов современной музыки, вряд ли помнит его удивительные песни. Вряд ли знают, что в свое время создал множество песенных шедевров, славящих республику, его мудрый и трудолюбивый народ. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни Бауди Сулейманова, человека, который был страстным пропагандистом народной мудрости и нашел свое призвание в исполнении народных песен «Илли». В жизни нередко случается так, что яркие и неординарные личности, известные в свое время всем и каждому, с течением времени стираются в народной памяти и становятся известными лишь узкому кругу специалистов или близких им людей. Так случилось и с Бауди Сулеймановым, которого в свое время называли голосом чеченского народа. Он был не только страстным пропагандистом народной мудрости, который нашел главную цель и призвание своей жизни в создании и исполнении песен, он был любимцем народа. Бауди Сулейманов был человеком трагической и в то же время героической судьбы. Родился он в 1902 году в селении Даулет-Гирин-Эвла, ныне Дойкур-Ойвла. Родители его, отец Сулейма и мать Бати, были хотя и бедными, но уважаемыми и хлебосольными в семье людьми. Несмотря на это, судьба не жаловала мальчика, складывалась трагически. Когда ему едва исполнилось 7 лет, умерла мать. Вскоре, заболев оспой, он полностью ослеп. Но эти тяжелые и жестокие удары не сломили его, не по годам сильную волю Баудина. Помогало ему и то, что отец отдавал ему больше любви, проявлял больше заботы и внимания, чем братьям Юсупу и Дауду, и сестре Таибат. Помогала и поддержка от насельчан. У отца Баудина было множество друзей, знакомых в разных селах Чечни, в которые Сулейм часто выезжал в поисках заработка. Поэтому в их доме часто звучали голоса гостей, которые рассказывали детям завораживающие чеченские сказки, исполняли сопровождение Дечик Пандер или о народных героях, борцах за справедливость и о счастье простых людей. И юный Баудин зачарованно слушал их, впитывая в себя и запоминая эти удивительные сказания, и пытался петь сам, что очень радовало отца, которого радовало, что любовь к пению отвлекает мальчика от грустных мыслей, что он старается найти себе свое место в жизни. Первым его учителем игры на Дечик Пондаре был односельчанин Асхаб, а первым, кто учил его пению, друг отца из села Гални Така Дубаев. Он научил юного певца исполнять песни о народных героях Бибулате Таймиеве, Сурхо, сыне Ади, Ахмаде Автуринском, Казалгане из Миржоя и других. Лишив зрения, Бог дал ему другой дар – необычайно острый музыкальный слух и талант исполнителя. Постепенно росло мастерство юного певца, расширялся круг песен и слушателей. Отец начал брать его в поездки по селам в поисках хлеба насущного. В этих поездках Баудин знакомился с известными в те времена музыкантами-исполнителями. Так ему покровительствовали, стали его наставниками, учителями чеченские народные илленчи, сказатели Эди Утиев из Гихов, Ахмад Язиев из села Гални, Зага из села Бинуюрт. С их слов он и запомнил, и запел героический или старого Дади, Жамир Зимадиева, Шахмирзы Зайтиева, сестры 7 братьев и другие. Но судьба продолжала испытывать волю и талант Баудина на прочность. Грянула Октябрьская революция 17 года, начались кровопролитные бои на фронтах гражданской войны. Разъяренные сопротивлением сельчан, белогвардейцы разрушили и сожгли крупнейшее в Чечне родное село Баудина Дойкур-Ойвла. Защищая село, в боях погибли оба его брата, Юсуп и Дауд. Семья покинула пепелище родного очага и стала кочевать с места на место. Однако эти испытания не сломили подростка. Даже в этих страшных условиях он продолжал петь, даря людям надежду, укрепляя в них веру в добро и справедливость. В
1922 году Баудин лишился и отца, но к этому времени он уже возмужал, закалился в испытаниях, нашел прочное место и дело всей своей жизни. В этот период он стал давать концерты в избах-читальнях, различных учебных заведениях, клубах, а с 1928 года он солист только что созданного Чеченского областного радиокомитета, чуть позже и чеченского ансамбля песни и танца. Отныне его голосом и песнями могли наслаждаться слушатели во всех уголках Чечни. Вскоре имя Баудина Сулейманова становится известным по всей Чечне, и он по праву занимает достойное место среди певцов-импровизаторов. В 30-е годы 20 века в группе артистов Национального драматического театра и радиокомитета Баудин участвовал в проведении Дней культуры чеченского народа в городах Пятигорск, Ростов-на-Дону, Москва, где его песни были записаны на всесоюзном радио и прозвучали на весь Советский Союз. И всюду его песни и исполнительское мастерство получали высочайшую оценку, потому что в нем слышали голос самобытного края. Через него знакомились с мудростью трудолюбивого чеченского народа и его национальными героями. Истоком таланта Баудина и музыкального и поэтического было устное народное творчество чеченцев, по мотивам которого он уже в 30-е годы стал сам сочинять музыку и писать тексты для песен. В них оживали традиционные народные образы, известные герои. Рождению в нем поэта способствовало и знакомство в годы работы на радио и ансамбле песни и танца с известными тогда уже всей Чечни писателями Саидом Бадуевым, Ахмадом Нажаевым, Шамсудином Айсхановым, Арби Мамакаевым, Магомедом Мамакаевым, с прославленным уже в те времена гармонистом-виртуозом Умаром Димаевым и другими. Казалось бы, он с избытком пережил все удары судьбы, и жизнь незрячего музыканта стала понемногу складываться. Однако, оказывается, судьба приготовила ему еще немало испытаний. Великая Отечественная война, гибель на фронте двух племянников, сыновей Таибата, Джабраила и Якуба, полуголодное существование, изгнание с родной земли со страшным клеймом «враг народа». Но и при этих трудностях Баудин не сломался, не поддался отчаянию, а упорно делал главное дело в своей жизни – сочинял и пел песни. Он пел в Казахстане для шахтеров Караганды, хлопкоробов Чимкента, животноводов Джамбула, полеводов Акмалинска, земледельцев Фрунзенской и Джелал-Абадской областей Киргизии. В эти трудные годы и послал ему безжалостный рок очередную беду. Зимней ночью, возвращаясь домой пешком после концерта в колхозе в Карагандинской области, Баудин, разыгравшийся в степи метели, заблудился и без сил упал в снег. Утром бросившиеся на поиски односельчане нашли его едва подающим признаки жизни. Он выжил, но отморозив потерял все пальцы рук и ног. Однако это не сломило исполнителя. Он оказался сильнее испытания, научился играть на кихот-пондере и продолжал петь уже в его сопровождении. Радостным, как и для всех чеченцев, для Сулейманова стал 1957 год, год возвращения на землю отцов. На родине он стал трудиться с удвоенной энергией, неутомимо и вдохновенно, словно обрел вторую молодость. И опять в Чечено-Ингушском радиокомитете Государственной филармонии. Опять пошли многочисленные выступления перед тружениками полей и ферм, рабочими и студентами. Его песни, записанные в тот период журналистами, радиосотрудниками Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории языка и литературы, стали благодатным материалом для ученых при изучении устного творчества чеченцев. Мелодии и стихи Баудина Сулейманова выбирали в себя всю красоту и самобытность чеченской народной музыки и песен. Обаяние и привлекательность его песням придавали бережное хранение чистоты звучания народных песен или умение создать зримый и осязаемый образ героя, явление природы и человеческих чувств. Баудин был большим мастером одушевления образов, делая их понятными и близкими всем. Слушая его самобытный голос и песни, казалось, что над ними не властно время, но смерть, к сожалению, одинаково беспощадна ко всем, и к простолюдину, и к таланту. Его не стало в 1961 году. Только после его смерти в 1962 году был издан его первый и единственный сборник стихов и песен. К сожалению, они так и не были переведены на русский язык, и поэтому Сулейманов, несмотря на то, что почти все другие сказители нашли в ней свое место, и не представлен даже в фундаментальной антологии чечено-ингушской поэзии, изданной в Грозном в 1981 году. Не нашлось ему места в сборнике поэзии Чечено-Ингушетии, хотя опять-таки для других, менее значимых сказителей оно нашлось. Да и сейчас его песни почти позабыты, не звучат ни по радио, ни на аудиокассетах и дисках. Молодые люди, да и те, кто постарше, в грохоте барабанов модной и шумной современной музыки, вряд ли помнят его удивительные песни, знают что-либо об Баудине Сулейманове. Вряд ли знают, что он был, что прожил трудную и трагическую жизнь, создал множество песенных шедевров, славящих республику и его мудрый и трудолюбивый народ. Создал шедевры, прославляющие его национальных героев. Все это осталось там, в незаслуженно забытом прошлом.
Говорят, что народ не забывает живших во имя него героев. О них он слагает свои песни и стихи, которые живут и будут жить всегда. В свое время эти песни создавал и исполнял Бауди Сулейманов. Не хочется верить, что это имя будет предано забвению, и потому остается надеяться, что справедливость все-таки восторжествует. И Баудине Сулейманове рано или поздно вспомнят, и он вернется к нам в стихах, в песнях и в добром слове о нем. Остается верить, что им и будет гордиться чеченский народ, которому в дар он оставил бессмертное наследство, свои стихи и песни, которые бесценным вкладом легли в копилку чеченской культуры. Я надеюсь, что у нас его запомнят, этого великого музыканта, исполнителя народных песен. А у нас на этом все. С вами был Валик Генаев. Мы встретимся с вами ровно через неделю. Спасибо за внимание. До свидания.